Здравствуйте, в эфире «Итоги недели», в студии Анастасия Чубаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Освободить из снежного плена. Десятки автомобилей пришлось эвакуировать, а их водителей спасать от обморожения. Я остановился, сзади одновременно ехавшие машины столкнулись с моим автомобилем. Нулевая видимость движения ограничена. Массовая авария в Кармаскалинском районе стала смертельной. Автодорогах введены ограничения. Рекомендуем не выезжать за пределы населенных пунктов. 22 года ожидания. Новые поликлиники подходят к концу. Новогодний подарок для Чекмагушевского района. Мы получили оборудование, которое оснащен по последним технологиям медицины. Медучреждение посетил Ради Хабиров, а когда больница распахнет свои двери для всех, узнал Азат Садриев. Новое медучреждение должно пройти процедуру лицензирования. Молодые герои, их не детские поступки. Прошедшим огонь, воду и красные зоны вручили награды. Я выбила окно и вытащила своих сестренок. Истории тех, чьи желание спасти пересилило страх. Подвиги, которые легли в основу документального фильма. Он уже там без сознания лежал. Потом прибежал мой папа, начал его откачивать. Каким будет новый прожиточный минимум, поставлена ли точка в вопросе техосмотра и на что вырастут цены в январе. Об этом в дайджесте новогодних изменений. Погода застала водителей врасплох. Из-за бурана на дорогах республики растянулись многокилометровые пробки. Перекрыты трассы. В Туймазинском районе в снежный плен попало несколько десятков машин. А в Кармаскалинском на автодороге Уфа-Оренбург столкнулись более 20 автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие. МЧС подготовили пункты помощи и обогрева. В Уфимском аэропорту из-за плохой видимости пришлось задержать рейсы. Обо всем подробнее Айгуль Хатыпова. Просто месиво, ребят. Участок трассы усыпан разбитыми и искореженными авто. Более 2 десятков машин столкнулись в Кармаскалинском районе. Из-за снегопада ухудшилась видимость, а гололед увеличил тормозной путь. И чаще всего водители замечали затор из разбитых машин слишком поздно. Видимость очень плохая. В результате плохой видимости двигаясь по дороге, увидел столкновение большое количество остановившихся машин. В результате я остановился, сзади одновременно ехавшие машины столкнулись с моим автомобилем. Ехали с включенными световыми огнями, с аварийками. Но даже в этом случае впереди стоящее скопление машин не заметил. И происходит ДТП. Впереди потом уже обратил внимание массовое ДТП. Вот так вот все друг за другом нагнали. Не обошлось и без жертв. В разбитых автомобилях оказались зажатые люди. Из машин их доставали сотрудники МЧС с помощью спецтехники. К сожалению, есть погибшие. Еще 5 доставлены в 21-ю больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На месте ДТП оказывают всестороннюю помощь сотрудник госавтоинспекции и другие экстренные службы. Движение в направлении Уфы временно ограничено. Организован объезд через встречную полосу. Подробности ДТП уточняются. На дорогах республики наблюдается ухудшение погодных условий, а в некоторых сильные метели. На федеральных и республиканских автодорогах введены ограничения. Рекомендуем не выезжать за пределы населенных пунктов. Помощь спасателей потребовалась и водителям в Куюргазинском районе. Из снежного плена сотрудники МЧС вызволили 15 человек, из них 2 дети. Метель и гололед спровоцировали массовое ДТП и в Туймазинском районе. Из-за снежного шторма временно ограничили движение по трассе М7 «Волга». Там пришлось вытаскивать свыше 30 машин. Спасательная операция продлилась практически 8 часов. Сейчас движение на этой дороге уже восстановлено. Было организовано взаимодействие с администрацией Туймазинского района и МВД Туймазинского района, а также взаимодействие с дорожной службой, обслуживающей трассу М5. Была оказана помощь пострадавшим в транспортировке до пункта обогрева. Оказана помощь застрявшим в снежных заносах автомобилей. В первой медицинской помощи пострадавшие не нуждались. Похожая ситуация и в Мелеузовском районе. Там столкнулись 2 десятка машин. Участником аварии стала снегоуборочная техника. В нее влетели несколько легковых авто. В республике не на шутку разыгрался буран. Трассы перекрыты практически по всем направлениям. Циклон парализовал не только дороги республики, но и работу Уфимского аэропорта. Из-за плохой видимости пришлось задержать рейсы. В связи с неблагоприятными погодными условиями задержано прибытие 9 рейсов из Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Казани.
Максимальное время задержки 7 часов 35 минут. Также задержан вылет 7 рейсов в направлении Ростов-на-Дону, Москва, Новый Уренгой, Новосибирск, Казань, Сургут, Екатеринбург. Из-за снежного бурана без электричества остались свыше сотни сел и деревень. Причиной аварийного отключения стали перехлесты и обрывы проводов от снега. В восстановительных работах задействованы все сетевые организации республики. Подачу электроснабжения возобновили уже в 68 населенных пунктах. Исправить ситуацию в оставшихся домах аварийная служба обещает в ближайшее время. Айгуль Хатыпова, Залифа Бекташева. Итоги недели. Ждали с 1999 года. Глава Башкортостана Ради Хабиров посетил новую поликлинику Чекмагушевской центральной районной больницы. Медучреждение практически готово принять первых пациентов. Под одной крышей также расположились женская консультация и детское отделение. При этом потоки посетителей будут разделены, чтобы больные не пересекались с теми, кто пришел на диспансеризацию. Когда жители села смогут получить медицинскую помощь в комфортных условиях, узнал мой коллега Азат Садриев. Это как в сказке в канун Нового года. Этого подарка чекмагушевцы ждали более 20 лет. Новая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и тесно точно никому не будет. Широкие коридоры, просторные кабинеты. На объект, построенный в рамках нацпроекта здравоохранения, направили порядка 400 миллионов рублей. Уже завезено современное медицинское оборудование. Сейчас, я надеюсь, новый рентгенаппарат позволит нам выявлять даже тяжелые заболевания на уже ранних стадиях. Это цифровой рентгенаппарат. Диагностическое оборудование показали главе Башкортостана. Ради Хабиров отметил, что такая техника не должна простаивать. Это вот видеогастроскоп, видеоколоноскопы, да. Гастроколоноскопию вы можете сделать? Да, мы делаем, да. Есть у вас? Есть. У нас есть специалист, Игнаич. Очень здорово. Да, раньше, получается, надо было в город ехать. Да? Нет, у нас был аппарат, но был оптический, да. Мы смотрели просто оптика, а сейчас это видео, это намного удобно для глаз наших врачей. Новую поликлинику соединили со старым зданием на уровне второго этажа с помощью теплого перехода. Кроме того, в ней установили лифт и подъемник, что позволит обеспечить доступ на все этажи для маломобильных жителей. Глава республики осмотрел врачебные кабинеты, операционный блок, рентгенологическое отделение, пообщался с персоналом. Для некоторых это уже не первая встреча с главой республики. На неделе Лариса Байбакова получила из рук Радия Хабирова государственную награду, а сегодня показала свое новое рабочее место. Кабинет функциональной диагностики, он очень просторный и светлый, 2-3 раза больше, чем наш предыдущий кабинет. Мы получили оборудование, которое оснащен по последним технологиям медицины. У него 4 датчика, можно смотреть все органы, даже детский кардиодатчик есть, который очень необходим. На прием к узким специалистам уже не придется ехать в Уфу. В поликлинике будут принимать свои неврологи, эндокринологи, онкологи. Ранняя выявляемость говорит о том, что мы раньше начинаем помогать пациенту, лечить его, тем самым не запускаем процесс. На первом месте у нас молочная железа, на втором предстательная железа и другие. Новую поликлинику начали строить в апреле прошлого года. И сейчас это одно из самых современных медучреждений республики, которому позавидуют даже горожане. До официального открытия осталось доукомплектовать штат, в том числе и в рамках программы «Земский доктор». Свои пожелания отметил и глава Башкортостана. Попросил, сделать единый брендбук наших поликлиник. Мы потихонечку стараемся унифицировать, потому что люди приезжают, все понятно, и пожилым людям, и маршрутизация. Вот это должно быть сделано, но обещают сделать. А так, сколько лет глава поликлиники вы нуждались? 99-го? 99-го года. Вот я говорю, мы расшиваем многие старые проблемы, очень многие проблемы, которые копились годами. Это не прорыв, это совсем не прорыв, это просто мы хроническую болячку в Чекмагушевском районе решаем. Несмотря на то, что новая поликлиника готова и укомплектована оборудованием на 100%, врачи пока ведут прием пациентов в старом здании. Новое медучреждение должно пройти лицензирование. Ожидается, что эта процедура завершится до марта следующего года. И тогда расписание приема врачей заполнят, а новая поликлиника примет своих первых пациентов. Азат Садриев, Азат Ишбулатов, Константин Носов и Виктор Демидов. Итоги недели. Чекмагушевский район. Покорила своим сердцем президента страны. Да, вот я там сердечко кто-то поднимал. Владимир Владимирович, хайырлы сағатта, хурматлы коллегалар.
Поздоровалась с Владимиром Путиным на башкирском языке и задала сразу два вопроса. Корреспондент новостей телеканала БСТ спросила главу государства о том, какую поддержку окажет федеральный центр Башкортостану в рамках празднования 450-летия города Уфы. Но в ходе подготовки мы определимся с руководством республики о том, что является приоритетным. Здесь не нужно нам дополнительных ресурсов в целом именно на это. Здесь нужно просто использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, на социальную сферу. Также корреспондент нашего телеканала Гульнас Хайбуллина спросила Владимира Путина о возможности проведения в Уфе чемпионата мира по хоккею. На это президент ответил, что Салават Юлаев – отличная команда, но решение принимает Международная федерация хоккея. Сейчас я не готов ответить. По-моему, ближайший чемпионат мира планируется в Питере, и там соответствующие сооружения даже готовятся. Но, тем не менее, это не от нас только зависит, это зависит от Международной федерации хоккея. И все-таки Питер и Уфа достаточно далеко друг от друга находятся. Насколько по логистике это будет возможно. Но Уфа в состоянии, без всякого сомнения, провести соревнования, международные соревнования самого высокого уровня. Подумаем об этом предложении. Спасибо. В общей сложности на ежегодной большой пресс-конференции главы государства было задано 55 вопросов. В этот раз общение с журналистами длилось 3 часа 56 минут. В особой экономической зоне Алга заработали первые предприятия. Сразу 2 старта сегодня дал Ради Хабиров. Суммарный объем инвестиций для запуска производств составил почти 1 миллиард рублей. Создано сотни рабочих мест, а ведь это только начало. Сколько еще резидентов готовится к реализации своих проектов и какую помощь готово оказать правительство, в материале Артура Шамсудинова. 2, 1, пуск! Символическим нажатием на кнопку Ради Хабиров запустил не только швейное производство, но и официально дал старт работе первых предприятий, построенных в особой экономической зоне Алга. Примерно где-то 2 года назад у нас появилась идея, что у нас нет особой экономической зоны, у нас нет такого инструмента для того, чтобы развивался бизнес, строились предприятия, и мы приняли решение. Мы работали так, что мы ломали все стереотипы, мы никого не слушали. Знаете, как говорят, как корабль назовешь, так он и пойдет. Мы, когда особая экономическая зона названия Алга, вперед, значит он у нас и пошел вперед. Основное направление швейной фабрики – спецодежда для предприятий. За год планируют шить до 220 тысяч изделий. Сейчас, например, работницы изготавливают униформу для сотрудников БСК. Я из города Салавата. Условия, во-первых, соцпакет, и вообще все заинтересовало. Интересно, хороший коллектив. А ведь многие до прихода сюда даже не умели шить. Швейному делу их обучили по линии Минтруда в рамках специальной программы, в которой приняли участие безработные. Этим будут заниматься и на самом предприятии. У нас есть мастера, наставники, мы сделаем специальную линию для учеников, будем обучать, они проходят обучение, потом мы их сажаем на поток. Для работников даже обустроили общежитие на 2-м этаже комплекса. В общей сложности на предприятии намерены трудоустроить порядка 800 человек. Сейчас набрано только четверть. На фабрику активно ищут новых швей. Даже здесь предусмотрели комнаты для специалистов, которые, может, придется семьями даже, может быть, придется заводить. Еще одно новое производство расположилось в соседнем ангаре. Здесь изготавливают осветительное оборудование, в том числе и широкую линейку для улиц. Ради Хабиров прямо во время выступления поручил проработать вопрос, чтобы светильники предприятия использовали при благоустройстве населенных пунктов. Мы построили одно здание, 1-й корпус, 2-й корпус, и ведем строительство 3-го корпуса. То есть это мы стараемся сделать такое же предприятие, как в особой экономической зоне Инчон, Корея. Мы с ними работаем уже 12 лет, знакомы. Буквально неделю назад особая экономическая зона Алга была признана самой динамично развивающейся площадкой в России. На то, чтобы построить оба предприятия, от идеи до воплощения ушло чуть больше года. На очереди еще несколько резидентов, которые также начали строить свои проекты. В истории существования экономической зоны России не было такого, чтобы за 1,5 года 10 резидентов, 2 открывшихся предприятия. Плюс у нас уже стоит в очереди пакет еще из 11 резидентов с общим объемом сейчас 23 миллиарда, плюс еще 30 миллиардов. Мы должны оперативно завершить сдачу в аренду всех земель. У нас еще порядка 123 гектаров здесь осталось. После этого мы начнем работу по расширению особой экономической зоны. Мы с министром экономического развития России об этом договорились.
Чтобы сохранять высокие позиции и дальше, важно создавать необходимые условия для работы, в том числе инфраструктуру, техническое оснащение, ну и, конечно же, хорошие условия труда для сотрудников. Эти вопросы обсудили на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны Алга, в котором приняли участие руководители республиканских ведомств, а также сами инвесторы. Производственный комплекс находится за чертой города. Предприниматели попросили помочь с организацией транспорта для сотрудников, которых буквально приходится собирать со всех прилегающих сел. Кроме того, по-прежнему стоит вопрос с обучением кадров. Ради Хабиров попросил органы власти взять на себя решение данных проблем. Подходить надо к этой ситуации, особенно в период становления, с точки зрения, что мы им должны плечо подставить. Ладно? В числе резидентов на площадку также зашла компания по производству солнечных батарей. Швейное производство намерен организовать и российский бренд спортивной одежды «За спорт», официальный экипировщик олимпийской команды страны. Ради Хабиров прямо на заседании сделал и первый заказ. Сразу же после запуска производства одеть сборную Башкортостана. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Равиль Рахимзянов и Виктор Демидов. Итоги недели. Ишимбайский район. Бастрыкин поручил провести проверку по сносу гостиницы «Ледо» в Уфе. В СМИ было опубликовано обращение владельца здания. Предприниматель обратился к руководителю Следственного комитета России с просьбой разобраться в ситуации. Заявитель отмечает, что снос одного из объектов может стать причиной разрушения всего бизнеса, который, по словам предпринимателя, строился для поддержки детско-юношеского спорта. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства доложить о ситуации, а также проверить изложенные в обращении доводы. Итоги здравоохранения Башкортостана в этом году подвели на последнем совещании в формате «Здравчас». Несмотря на пандемию, объемы строительства медучреждений удалось не только сохранить, но и увеличить. Стабилизировать ситуацию не удалось бы без человеческого капитала. Медикам выразили особую благодарность, в том числе тем, кто погиб на переднем краю борьбы с коронавирусом. Руководитель региона обозначил главную задачу на следующий год – снижение смертности. Подробности у Екатерины Тимиряевой. Это самый большой корпус из тех, которые будут иметь больницы. Ради Хабиров на стройплощадке Центра детской онкологии и гематологии РДКБ. Здесь планируют создать оптимальные условия для маленьких пациентов. Новое здание соединят с РДКБ теплым переходом. Идет прокладка инженерных сетей и коммуникаций. Вот объект в эксплуатацию намечен на 2023 год. Ради Хабиров взял строительство центра под личный контроль. Здесь будут новые технологичные помещения, одноместные палаты. То, что нужно для онкологических, гематологических больных, потому что перекрестные инфекции, боксами. Да. Обязательно с ухаживающим будет там по типу комплекса чистых помещений. Глава Башкортостана также посетил хирургический корпус РДКБ. Маршрутизацию пациентов в приемном отделении выстроили таким образом, чтобы поступивший ребенок мог как можно скорее получить необходимую помощь. Республиканской санавиации только в этом году выполнено около 100 вылетов на сложные случаи. Ради Хабиров поручил представить предложение по обновлению оборудования нейрохирургического отделения, которое установлено более 10 лет назад. Глава республики также заглянул в палаты маленьких пациентов, поздравил их с наступающим Новым годом и вручил подарки. Ну, с наступающим тебя. С наступающим. Новый год ждешь? Вот здесь у меня маленький подарок тебе. Лежи, лежи. Маме я вот сюда. Потом мы уйдем, потихонечку встанешь и будешь играть. Ладно? Открывая совещание в формате «Здравчас», Ради Хабиров выразил благодарность от всех жителей республики медикам за уверенную борьбу с пандемией коронавируса. Минуты молчания почтили память тех врачей, кто погиб на передовой. Орденом Салавата Юлаева посмертно награждена председатель медицинской палаты Башкортостана Дамира Сабирзянова. Ради Хабиров передал награду вдовцу, профессору и политологу Фанилю Файзулину. Дамира Сабирзянова долгие годы работала детским хирургом. Ей было всего 69 лет. Медицинский корпус тоже много потерял. И у нас несколько десятков наших врачей погибли на боевом посту. Каждый из нас, мне кажется, такая личная потеря. Искренне благодарю правительство наше, руководство нашей республики и, естественно, лично вас. Ради Хабиров подчеркнул, что у Башкортостана уверенный взгляд в будущее. Какими бы ни были вызовы, республика умеет им противостоять. Таких объемов капстроительства в медицине, которые есть сейчас, в Башкортостане еще не было. Республиканская адресная инвестиционная программа на 2021 год предусматривает строительство 17 объектов здравоохранения и проектирование еще 2. На эти цели направили 4 миллиарда 200
миллионов рублей. Модернизируется поликлиническое звено, открываются новые ФАПы. Снижение смертности – это главная задача на следующий год. Это вот, на мой взгляд, вот все, что связано с детским здравоохранением, это очень нужно, очень важно и очень чувствительно. Я же говорю, уже сам факт, что дети болеют, плохо. До свидания, Саня. Поэтому вот мы должны создать все-таки очень качественную медицину для них. И здесь вот, когда такие объекты строятся, может быть, не с теми темпами, это неправильно. Мы выбили деньги, там есть федеральное финансирование, наше финансирование. Вот, поэтому, конечно, сам буду контролировать. И сам, дай бог, держу ленточку, когда мы его в 2023 году откроем. В режиме видеоконференции о работе регионального сосудистого центра на базе больницы Кумертау рассказали специалисты. В этот момент врачи проводили операцию по стентированию пораженного сосуда пациенту с ишемической болезнью сердца. Уже сделаны 20 операций. Раньше наши пациенты ездили в другие города нашей республики, Салават, Уфа. Сейчас мы можем сделать операции именно здесь. Уникальность заключается в том, что все наши пациенты, они находятся в сознании. Мы не даем никаких общих наркозов, у нас вся местное обезболивание. Также лучших врачей со всей республики наградили государственными знаками отличия. Врачи-терапевты, фельдшеры, фармацевты, эпидемиологи, главные врачи. Всего отметили труд 21 медика. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Итоги недели. Спасение родных братьев или чужой мамы, когда речь идет о жизни людей, разделений нет. Очевидно одно – такой поступок и заслуживает уважения. Особенно если тот, кто пришел на помощь, сам еще ребенок. В Уфе прошел форум «Герои молодого поколения». Наградили 3 десятка ребят из Башкортостана. Форум проводится ежегодно. Отмечают отважные поступки не только детей, но и тех, кому уже за 18, но нет еще 35. Цель проекта – привлечь внимание общественности к людям, которые не проходят мимо чужой беды и готовы прийти на помощь, даже если это связано с риском для их жизни. Почти до этого доставали, до дна. Думал прыгнуть, но я не умею плавать. Страх воды в тот момент пропал, но благо в пучину эмоций мальчик не кинулся, схватил ветки и бросился на помощь. Тонули 2 братишек, провалились в ледяную воду. Это было неожиданно, играли во дворе, и вдруг мама ушел под воду, мы все побежали. Я захватился там, не знаю за что, за всякие камушки. И вытянул. За свой поступок школьник получил награду как герой молодого поколения, хотя свои действия он какими-то особенными не считает. А вот мать юного спасителя переполняет гордость за сына. Очень сильно горда, гордость, потому что, не растерялся, я бы не смогла. Потому что я воды боюсь. У каждого своя история, в ее основе спасенная человеческая жизнь. Одни пришли на помощь к утопающим, другие вытащили из огня пострадавших. Отдельная номинация для студентов медицинских учебных заведений, которые трудились в ковид-госпиталях. На сцену за наградами поднялись 30 человек. И в этом году также мы отметили номинацию про тушение лесных пожаров. Мы считаем, что это тоже очень актуальная тема, особенно нынешний год для нашего региона. И еще одна номинация была – это первая необходимая помощь, первая помощь вообще в целом медицинская, потому что благодаря этому дети и молодое поколение тоже спасают жизни. В моменте опасности нет времени на раздумья, и только потом может выясниться, спасенный вряд ли бы выбрался сам. Например, потому что был пьян. Таких, кстати, большинство среди утопленников. Одной из них едва не стала женщина, отдыхавшая на берегу теплого озера в Уфе. Рядом вовремя оказалась Наталья Толстолуцкая, тогда еще ученица кадетского класса. Компания отдыхала на берегу, из женщин. Девушка была нетрезвая, полезли не купаться, летний день. И с детьми они были, получается. Потом ко мне девочка уже подходит, этой мамы, и говорит: спасибо, что спасла маму. Я ей сказала: больше не купайтесь тут, не ходите сюда. Нетрезвая женщина, которая была в миллиметре от смерти, даже не поблагодарила ту, что не дала умереть. Это сделала дочка, которая могла остаться, пусть и без такой, но все же без родной мамы. Так что наверняка не всегда понятно, чью жизнь можно спасти одним поступком. Лилия Курбанова, Руслан Батыргариев, Азат Жбулатов и Родион Матвеев. Итоги недели. Вместе с Новым годом придет и ряд нововведений. Это касается разных сторон жизни россиян. Размеры выплат, индексация пенсии, отмена обязательного техосмотра. Обо всем подробнее расскажет мой коллега Эмиль Басареев. С
1 января в стране устанавливается новый прожиточный минимум. Для трудоспособного населения его размер составит 13 793 рубля, для пенсионеров 10 882 рубля, для детей 12 274 рубля. Кроме того, станет больше минимальный размер оплаты труда – 13 890 рублей. А с учетом районного коэффициента в Башкортостане МРОТ вырастет почти до 16 тысяч. Больше семей смогут претендовать на ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до 3 лет. Она положена в том случае, если средний душевой доход меньше 2 прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Ранее показатель брался за второй квартал предыдущего года, теперь же на год обращения за выплатой. Вырастет и сам размер пособия. Больше станет и мат-капитал, который будет индексироваться по фактической инфляции. С нового года пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы, а пожилых людей, признанных банкротами, освободят от удержания из пенсий. Неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявление для получения социальных доплат до прожиточного минимума. Это будет делаться автоматически. Теперь личное присутствие при оформлении пенсии в пенсионном фонде не требуется. Заявление подается через портал госуслуг. С 1 января техосмотр автомобилистам и мотоциклистам проходить не обязательно. Однако он нужен в том случае, если в конструкцию вносятся изменения, если нужно поставить на учет транспортное средство старше 4 лет или же у него меняется владелец. А вот для автобусов, грузовиков и такси прохождение техосмотра остается в обязательном порядке. С нового года больничные листы будут оформляться только в электронном виде. Исключение будет сделано для некоторых категорий работников. Документ врачи будут подписывать электронной подписью, а после направлять в фонд социального страхования. Банк России теперь сможет ограничивать выдачу некоторых видов потреб кредитов и займов кредитным и микрофинансовым организациям. Решение принято из-за роста долгов населения и всплеска необеспеченного потребительского кредитования. Кредитов для предпринимателей и компаний ограничения не коснутся. Повысятся акцизы на алкоголь, следовательно, спиртосодержащая продукция, вино и пиво тоже подорожают. Цена станет выше и на табак, сигареты, электронные системы доставки никотина и жидкости для них. Также повышаются акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя больше 90 лошадиных сил и мотоциклы, автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла. С нового года зоопаркам, циркам, а также дельфинариумам и океанариумам запретят работать без лицензии. Таким образом, функционировать смогут только те организации, которые способны обеспечить содержание животных в необходимых условиях. Проект, полюбившийся жителям республики. Территория женского счастья уже в 6-й раз прошел в телевизионном формате. Подарки, советы диетолога и астролога. За 3 часа прямого эфира гости студии не только делились праздничным настроением, но и ценными советами. Традиционно героиням проекта «Преображение» меняли внешность прямо во время передачи. Подробнее в материале Динары Таймасхановой. Героини проекта «Преображение» Элина и Лейсан, женщины с непростыми судьбами, за помощью обратились в ресурсный центр. Здесь они получили психологическую поддержку. На территории женского счастья в прямом эфире героиням меняют внешность. Самое главное, чтобы женщины из проекта вышли не только с новой прической, но и новым мышлением. Нужно оставлять время, наверное, на себя, уделять время себе, иногда на прогулки. Иногда книжку почитать, просто сходить в кафе, кофе попить. Ну, развеяться, так скажем. Капитан хоккейной команды «Салават Юлаев» Григорий Панин сегодня сменил клюшку на кухонный нож. И приготовил спортсмен не жареное мясо, которое, к слову, он не ест, а легкий овощной салат. Каждый гость делился секретами своего успеха. Для Панина это правильный внутренний настрой. Спокойствие, внутренняя уверенность, в первую очередь в себе. А от этого, я думаю, и те, кто со мной рядом находится, и те, кто какое-то участие в моей жизни принимает, у них тоже все будет хорошо. Врач-диетолог Регина Доктор посоветовала долгий прием пищи за новогодним столом разнообразить играми и общением. Объедаться, кстати, тоже можно, правда, не затягивая процесс на все выходные. Да, вы спокойно можете поесть какие-то насыщенные, интересные блюда на 31 декабря, на новогодний ужин, а уже 1 и так далее быть в режиме в рационе. Потом 7 января тоже можете какое-то насыщенное, интересное блюдо включать. Таким образом, вы не подвергнете риску заболеваниям свой желудочно-кишечный тракт и не наберете лишнего.
Автор проекта Карине Хабирова, по профессии врач-ортодонт. Ее советы телезрителям сегодня касались ухода за полостью рта. Она в прямом эфире показала, как правильно чистить зубы. Даже в такой элементарной процедуре есть свои нюансы. Я стараюсь максимально, насколько у меня есть для этого возможность, конечно, читать статьи, слушать лекции, все, что касается моей профессии, потому что, конечно, медицина очень быстро развивается. И даже если ты год не работаешь активно, не принимаешь пациентов, то уже тебе нужно какое-то обучение. Конечно, не теряются какие-то навыки механические, которые у тебя отработаны, с которыми ты знаком, но что касается именно научной базы, она постоянно обновляется, постоянно меняется. Астролог по совету звезд отметила, что год черного тигра правильно будет встретить в узком кругу. Для карьеристов лучший цвет наряда в новогоднюю ночь – фиолетовый. Тем, кто хочет заработать, серебряный или золотой. А тем, кто ждет любовь, природные цвета, в которых обитает хищник. Это очень замечательный проект. Он действительно заставляет каждую женщину задуматься о себе, полюбить себя. И мы с нетерпением ждем этот проект у нас в районе, в Аскинском районе. У нас женщины очень любят этот проект. И не только женщины смотрят, но и мужчины смотрят с удовольствием. Гостем студии в этот раз стал Ради Хабиров. Не секрет, что глава республики любит готовить. Сегодня меню новогоднее, поэтому Ради Хабиров раскатал тесто для имбирного печенья. Изначально территория женского счастья предполагала только очный формат проведения, но телевизионный тоже оказался удачным. На следующий год проект также будет курсировать по районам республики и в планах провести его снова с приставкой «Всероссийская». Динара Таймасханова, Вадим Исламов, новости, Уфа. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.